Добрый вечер, в эфире Прайм. Меня зовут Роман Спиридонов, и этот час мы будем говорить с нашей гостьей Ириной Эйгельсон, кандидатом психологических наук, конфликтологом и социальным психологом. Добрый вечер. Добрый вечер. Сегодня день радио, работников радио, телевидения и связи, с чем я нас и поздравляю. Как вы думаете, есть чем поздравлять нас, кроме того, что есть радио, телевидение и связь? Я думаю, что точно надо поздравить тех людей, которые пытаются эту сферу делать качественной и прикладывают все усилия к тому, чтобы информация доходила до граждан, и граждане имели доступ к самой важной, самой актуальной информации, которая волнует общество. Ну, начнем мы как раз с того, что попытаемся сейчас поставить диагноз нашему телевидению, может быть, с точки зрения психологии. И начнем вот с вашего поста в Фейсбуке. Вы написали, что за последние годы проехали вместе с УКМЦ почти 15 областей с тренингами для студентов журфаков. И местами уровень проинформированности про мир, про общество очень низкий. Не знаю, как они будут работать. Написали вы. А поясните, что с ними не так? Как психолог, так сразу диагноза ожидаем. На самом деле это впечатление от того, что молодежь, которая идет на журналистские факультеты в регионах, далеко не всегда имеет базовый такой уровень представления об обществе, знания об обществе. Мне кажется, что это большой риск для журналистики, потому что журналист, который не понимает общество, не сможет качественно работать. Другое дело, что если это студенты первого-второго курса, то у них есть возможность и шанс все-таки больше читать и узнавать про мир. И тогда, может быть, мой прогноз будет не таким печальным. А вы работали с первокурсниками? Там были разные студенты разных курсов. Но я вот замечала, что первый и второй курс в ряде областей тех факультетов, которые к нам приходили, может быть, это были не все, было сложно с ними работать именно потому, что не было понимания каких-то очень базовых вещей. Каких, например? Ну, например, я работаю с одним фильмом, где есть персонаж, читающий газету на арабском языке. И в работе важно, чтобы люди это считывали, что это газета на арабском языке, и, вероятно, этот герой араб. Но далеко не всегда студенты, когда их начинают спрашивать, кто в фильме, так и говорят. Есть версии, что это индус, есть версии, что это ром или какие-то еще. И вот когда ты понимаешь, что нет той базы, с которой работает тренер, представлений о жизни и о социуме. Это не единственное, но это просто вот такой очень яркий пример, когда ты видишь, что там история этого фильма, в ней появляется также парень со звездой Давида и 4 скинхеды. Если ребята не считывают эту ситуацию, а так бывает, они не понимают, кто эти герои, которые с бритыми головами, с наколками в виде СС, то сложно работать дальше. Соответственно, когда они придут, например, в какое-то местное онлайн-издание, и у них в городе случится что-то с участием вот таких групп, то они не смогут написать об этом материал. А почему так? Вы не задумывались? Мне очень бы не хотелось быть банальной и обвинять систему образования в том, что она не дает представлений о жизни. Это было бы, наверное, было бы слишком простым ответом на вопрос. Я думаю, тут целый ряд факторов, и в частности, сама по себе образованность не является, видимо, для современной молодежи чем-то привлекательным. И вот надо думать, почему это так. И следующий вопрос, когда ребята идут на журналистику, что они ожидают от себя и от профессии. Возможно, в какой-то другой сфере деятельности их знаний вполне было бы достаточно, и они были бы более
успешными. Тут вопросы в том, насколько молодежь, которая выбирает ту или иную профессию, понимает, с чем она столкнется, как этот мотивационный выбор делается, что происходит с С ними профориентацией. общались? Удалось понять их мотивацию? Что их Я не влечет? спрашивала их о мотивации, но было, что я у одной из таких групп за обедом у ребят спрашивала, какие они знают местные медиа, куда они собираются идти работать. И, к сожалению, даже в этом плане я не получила каких-то внятных ответов. То есть у них нет даже представления о возможном поле деятельности после завершения этого факультета. Журналисты, которые не знают местные медиа, это довольно странно, согласитесь. Давайте поговорим. Ну, да, это как-то какая-то удручающая картина, Это если честно. удручающая картина. Но, может быть, это вопрос к образовательным структурам. Может быть, все-таки стоит менять подход и набирать не с первого курса студентов, а все-таки больше работать как школа журналистики в Украинском католическом университете, я так понимаю, в Могилянке тоже, когда они берут студентов, уже имеющих определенный бэкграунд. Или социология, или филология, юриспруденция, какая-то социально-гуманитарная составляющая у них уже есть. И на основе этого они уже осваивают ремесло или мастерство журналистики. Возможно, этот подход пора рассматривать как более качественный в подготовке журналистов. Если говорить о телевидении центральном, скажем так, это телевидение информации или телевидение конфликта? Насколько я могу судить, центральные наши телеканалы, те, которые считаются олигархическими, это телевидение развлечений в первую очередь и телевидение эмоций. Как конфликтных и скандальных, так и такого развлекательного типа. Ну, давайте тогда сузим фокус на информации, да, вот как она подается. Нет впечатления, что у нас мы работаем в двух парадигмах, там, зрада и перемога? Это касается не только телевидения. Я думаю, что здесь естественные процессы, которые происходят в обществе в ситуации войны, тоже накладывают свой отпечаток на то, как журналисты или медиа, или редактор видят, в каком именно виде подавать информацию. Извините за тавтологию. Потому что вот эта шкала для оценивания, это зрада или это перемога, это то, что люди также накладывают на любую информацию. Если информация слишком сложная, аналитическая, комплексная, соответственно, у нее отпадает та часть аудитории, которая хочет четко понять, все-таки зрада или все-таки перемога. Не скажу, что это для общества хорошо. Почему? Ну, потому что мир сложнее, чем черно-белое. И мне кажется, что информирование медиа, оно как раз должно по возможности показывать всю эту сложность и многогранность того, что происходит в экономике, в социуме, в политике, на местном уровне. Вот здесь мне часто не хватает такой сложности, которая показывала бы многогранную и мозаичную картинку. А можно ли, смотря наши политические ток-шоу, всевозможные информационные каналы, представить себе реальную картину? Потому что вот смотришь, на одном канале это мессия, на другом он же барыга или клоун, хотя это два разных человека. Как переработать этот поток информации? Избави Бог смотреть политические ток-шоу. Для меня и информация аналитического плана – это то, что я читаю. И здесь, мне кажется, сложность для телевидения в том, что вот такой читающий народ, как я, тот народ, который хочет действительно в чем-то разобраться, он уходит от телевизора, и он идет в интернет и ищет информацию в соответствии со своими потребностями. Соответственно, телевидение может только через эмоциональный вот этот накал удержать ту аудиторию, для которой этот подход подачи информации релевантен. Ну, в общей массе вряд ли вот все будут воспринимать информацию критически.
Любой человек в разные периоды жизни может быть не способен воспринимать информацию критически. То есть здесь не надо говорить, что вот эти 50% населения критичны всегда, вот эти 30 иногда, вот эти 20 никогда в жизни критичными не будут. Здесь тоже не так просто, это тоже не черно-белое. Но безусловно, что когда весь контент работает на эмоции, а люди не всегда понимают, что с этим делать, то воспринимать критично становится сложнее. Темп любого ток-шоу, темп говорения, темп коммуникации, он намного выше, чем человек может осознанно остановиться, переосмыслить только что сказанную фразу, проверить, что из нее правда, что нет. Тут, конечно, мыслить критически может быть довольно тяжело, просто не успеваешь. Ну, может быть, у вас, как у психолога, есть какой-то совет, как защитить себя от этого потока противоречивого, да, когда на тебя сваливается информация с разными оценками одного и того же события. Вот этот человек, про него рассказывают, что он хороший, святой и спас страну. На другом канале рассказывают, что он там ничего ни на что не способен, что он умеет только веселить. Или, там, не знаю, про другого рассказывают, что он там все разворовал. Но абсолютно точно стоит взять себе время подумать, не реагировать, не пытаться оценить сразу того или иного человека, про которого говорят. Важно помнить, что сомнение в любой информации, которая озвучивается, будь это телевизор или радио, или тем более и интернет, что далеко не все, что я вижу, слышу, это правда. А второй момент, который я всегда озвучиваю, если у вас вас изнутри начинают жечь эмоции, это хороший момент остановиться и подумать, почему автор передачи, или почему ведущий ток-шоу, или почему автор текста хочет, чтобы я сейчас эти эмоции испытывала. И действительно ли это мои эмоции? Когда мы разбираемся с этим, мы понимаем, что именно стоит проверить из озвученного, будь это ток-шоу или текст. А критическое восприятие информации – это природный механизм? Или его нужно выработать в себе, научиться критически воспринимать? Этому стоит учиться. Это не совсем природный процесс. И здесь речь идет о том, какая именно это информация. Вся информация, которая о безопасности, будь это про коронавирус, будь это про войну, будь это про что-то, что может угрожать в том или ином виде непосредственно человеку, но очень быстро запускает механизмы психики, которые родились задолго до способности мыслить, а тем более мыслить критически и проверять и информацию. Но учиться этому можно, нужно, и таких возможностей сейчас в Украине довольно много. В 2014 году, когда произошла оккупация полуострова, очень много было списано, в том числе и на влияние телевизора, российской пропаганды. И по мнению экспертов, она отличалась высоким качеством. То есть это умение там профессионалы подавать информацию, что какой процент этой пропаганды он, собственно, способствовал оккупации? Ну, мне кажется, здесь надо говорить не столько о проценте, сколько о тех подходах, которые использует именно российская пропаганда. И то, что было четко видно, что информация о Майдане, например, да, о том, что происходило в ноябре, феврале 2013-2014 года, не только в Киеве, в других областях тоже, подаваемая через российские телеканалы, создавала совершенно другую картинку. То, насколько у людей в Крыму была возможность и желание перепроверить или пообщаться с теми, кто на Майдане был, или с теми, кто отстаивал ценности Майдана, зависело, насколько российская пропаганда будет создавать вот эту картинку в голове у человека, с которой он будет воспринимать все последующие события. Потому что, безусловно, там было запугивание.
что Майдан это бандеровцы, и вот они, значит, сейчас стройными рядами приедут и будут тут бесчинствовать. Да, но ведь у потребителя этой информации всегда есть возможность включить другой канал, украинский, и увидеть, как обстоят дела. Я Да. очень хорошо помню, когда моя бабушка совершенно русская, по всем там признакам, она смотрела много российских телеканалов, соответственно, у нее была и риторика, которую использовала российская пропаганда. И в какой-то момент она включает, это уже март 2014 года, начало до 16 еще, она включает пятый канал, смотрит его буквально 5 минут и говорит: слушай, так это же захват. Я говорю: ну да. Она переключает на НТВ, и полностью продолжается вся риторика, собственно, российских телеканалов. То есть для того, чтобы критическая информация или какая-то информация другого рода могла быть человеком воспринята, для этого должно быть пространство и способность перерабатывать информацию, которую человек, которая не вписывается в картинку мира. Если я 20 лет смотрю российские телеканалы, то 5 минут пятого канала не поможет. А пространство, что вы имеете в виду? Я имею в виду, что у человека должна быть вот эта возможность остановиться и подумать, выключить телевизор, подумать, или посмотреть какой-то другой источник. Не у всех, как у моей бабушки, например, кроме телевидения, других источников информации же нет. Она же не... Мне режиссеры подсказывают, у нас есть звонок. Добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер, я с Луганщины. Все время призывают иметь критическое мышление. Но оно есть у всех. Другое дело, что его применяют не по назначению, что оно действует у каждого избирательно, в зависимости от пристрастий, от какой-то картины мира, которая в голове и которая зачастую не соответствует действительности. Поэтому, знаете, вот как говорят, есть дураки начитанные, есть неначитанные. Так вот эти начитанные не хуже, чем неначитанные. Так точно и люди с критическим мышлением, оно есть у каждого, но они его применяют по отношению как раз к правде. А фейки воспринимают как правду. Так лучше бы у них вообще не было критического мышления, потому что оно только вредит. Вот я так считаю. Спасибо вам за вашу реплику. Я тут соглашусь, что да, безусловно, каждый человек имеет какую-то критичность в восприятии, но вопрос в том, к чему именно он начинает критично относиться. Тут я с нашей слушательницей абсолютно согласна. Просто если информация заходит и совпадает с твоими какими-то представлениями и мировоззрением, то ты не будешь к ней относиться критически и перепроверять, потому что она совпала с твоей. Да. А в вашей истории были случаи, когда вот телевидение как-то повлияло на вашу жизнь? Внутри студии или снаружи? Снаружи. Наверное, повлияло, конечно, потому что все, что я видела, те приемы, которые использовала российская пропаганда, позволило мне еще в ТНУ создать курс «Психология массовых коммуникаций» и обучать студентов, как воспринимать критично и как видеть эти приемы. Или применять свою контрпропаганду. Нет, я пропаганде не учу. Это другая профессия. Я не специалист в ней. В одном из интервью вы рассказывали, что вы росли советским ребенком с диссидентским уклоном, скажем так. И вот когда вам захотелось изучать украинский язык, вы стали смотреть именно украинские каналы, и это как-то, видимо, повлияло на то, что вы сейчас здесь, а не там, в Крыму. Интересная история, на что влияет. Я в 2014 году внимательно, отдельно отслеживала, вот по каким факторам можно было бы предположить, на какую сторону человек встанет. Да? И очень многое, что, казалось бы, вот должно было быть, вот человек этнический украинец и должен быть там. Или человек, специалист в массовых коммуникациях должен понимать. На самом деле нет. Очень много есть у меня примеров и в одну сторону, и в другую, когда, казалось бы, по совокупности факторов человек бы должен был поддерживать одну позицию, а оказался по другую сторону баррикад. В моем случае до 18 лет я ни слова на украинском не слышала из Севастополя.
То есть в тот период вообще не было никаких ни телеканалов, ни литературы в школе, никакого украинского близко не было. Ни родственников, ни знакомых, и поэтому там в подростковом возрасте я была уверена, что вот эта насильницкая украинизация нас сейчас она поработит и все такое. Но потом этот процесс был интересный. Телеканалы я начала смотреть не потому, что я хотела учить украинский, а потому что я хотела, как любой молодой человек, смотреть фильмы. А фильмы можно было смотреть в некоторый период только на Интере 1+1. Был период, когда российские каналы отключили, а местное телевидение крымское, извините, не удовлетворяло мои потребности в этом смысле. И начинала я вот с такого. Потом уже это была научная литература на украинском языке. И один из таких ярких моментов в 2001 году, когда я попала в Штаты первый раз, и когда мне говорили, вы из России, для меня было очень важно почему-то вдруг объяснять, что не-не-не, я из другой страны, это Украина, сейчас я вам буду рассказывать, где она находится. И вот это вот ощущение, что я гражданин, а не просто у меня паспорт, оно появилось в Штатах. И только в 2010 году я первый сделала такой шаг к тому, чтобы говорить на украинском, и попросила украиноязычных знакомых и коллег не переходить со мной на русский для того, чтобы эта практика у меня появилась. Так что это был такой путь с определенными такими маркерными точками. Почему не получилось так, что в Крыму были люди, которые не считали себя гражданами Украины? При том, что уже прошло столько лет после независимости. В Крыму довольно сильна, как мы знаем, региональная идентичность. И ощущение себя я крымчанин, мне кажется, оно перевешивало, и мне кажется, и сейчас в значительной степени для многих перевешивает гражданскую или национальную идентичность. Не этническую, а именно принадлежность к государству. Момент второй – это процент людей, которые имели возможность или желание ездить по Украине. И видеть других людей, другие области, знакомиться с искренним интересом с тем, а как еще бывает. Мне, наверное, в этом смысле повезло, что я с 2005 года по Украине ездила довольно много и общалась с людьми из разных регионов. Да. Поэтому мне намного труднее было навязать какую-то мифологию о бандеровцах. За перешейком земли нет. Да, вот, собственно, да. А когда случилась оккупация в 2014 году, вы уже понимали, что произошло? У вас уже было решение, как вы поступите, поведете себя в этой ситуации? Но я скажу, что, как, наверное, очень многие люди, мне было сложно поверить своим глазам. То есть вот ты видишь зеленых человечков, но ты не веришь в происходящее. Я помню, что я еще где-то в начале марта давала одному из центральных телеканалов интервью, и я была уверена, что это игра мускулов и не больше. Очень сложно было поверить в то, что в 21 веке такое возможно. Но первое ощущение, первая мысль о том, что в Крыму может сложиться ситуация, при которой придется уезжать, у меня было 14 февраля. Еще до появления войск, еще до, собственно, начала. Ну, еще ж даже вот визуально ничто об этом не говорило. Нет, но атмосфера, ощущение того уровня напряженности, которое может привести к насилию того типа, которого раньше не было, я подтверждение 14 февраля получила сразу от одной ситуации, где моих знакомых, американца одного, побили за то, что они стояли и просто обсуждали Майдан. И вот это ощущение, что такого уровня политического, уличного насилия на политическую тему у нас не было, а теперь оно есть, я тоже помню очень хорошо. Но до момента отъезда у меня прошел еще месяц. А как вы приняли решение, что нужно уезжать? Ну, с одной стороны, я понимала, что все, чем я занимаюсь под контролем Российской Федерации, невозможно. Ни этнополитика, ни политика в отношении свободы слова и высказываний, которая есть в Российской Федерации, мне не подходит. Второй фактор – это были знакомые, которые меня спрашивали чуть ли не каждый день: выезжай, когда уже ты будешь выезжать. И даже если я сама какой-то опасности, может, не ощущала поначалу, но
все-таки понимала, что ехать надо. И вот тут наступает такой этап, о котором мы сейчас, может быть, поговорим чуть подробнее. Вы в статусе переселенца. Да. И вот в таком статусе оказались десятки тысяч крымчан, не говоря уже о миллионе уехавших с Донбасса. Вот в какой ситуации оказались люди? Как это может повлиять на их дальнейшее, ну, скажем так, поведенческое, на их поведение в жизни? Вот они оказались в новом месте, в новых обстоятельствах, в новых условиях. Как это влияет на людей? Знаете, я зайду с одной историей, вообще совершенно не крымской, а кипрской. Я была на Кипре в прошлом году на одной конференции, и, значит, там конфликт, военный конфликт, вооруженный с участием войск Турции был в 1974 году. Первые КПВВ открыли в 2003. Вот с 1974 по 2003 беженцы были, а пересечений взаимодействия между греческой и турецкой частью не было. И один из наших коллег, который там работает учителем, он грек, он рассказывает мне в какой-то момент, что ты представляешь, ко мне приходит вот шкет, первый класс, начальная школа, и он мне говорит с такой драмой в голосе: я беженец. Я говорю: какой ты беженец? Тебе 6 лет. Беженцы были в 1974-м. Так вот, мне бы очень не хотелось, чтобы вследствие происходящего вот те люди, которые вынуждены были уехать из Крыма, из Донецка и из Луганска, чтобы они сохраняли эту идентичность беженца или переселенца. А что плохого в том, что человек сохраняет свое восприятие как человека оттуда? Это не про восприятие как человека оттуда, как память о корнях. Я скорее о вот этом ощущении, что врастать в местную почву либо я не могу по психологическим или по другим причинам, по социально-экономическим, либо почва меня не принимает. Здесь вот очень важно, мне кажется, чтобы переселенцы, сохраняя связь со своей родиной, при этом врастали в то место, куда они переехали. Это, конечно, очень сложный вопрос в политическом смысле, и до сих пор среди моих там отдельных разных знакомых можно периодически услышать: ребята, мы вам помогли, а теперь готовьтесь возвращаться домой. Мне кажется, что очень важно, чтобы это было личным выбором человека. Когда это станет возможно, вернется он или он врос уже в тот город, в который он приехал, настолько, что стал местным. Здесь важно также понимать, что люди из Крыма и из Донецкой и Луганской области, конечно, выезжали в очень разных состояниях. И я сейчас говорю не о тех, кому въезд в Крым запрещен, а о большей части тех, кто принял решение уезжать по самым разным причинам. Идеологическим, экономическим. Здесь целый пласт факторов и мотивации может быть. По отношению к Донецку мы знаем, что негативные стереотипы начались задолго до 2014 года. Но при этом для части, по крайней мере, переселенцев из крымчан была возможность подготовить переезд. Кто-то успел продать квартиру, кто-то присмотрел, в какой области, в каком городе, может быть, лучше сработает для его профессиональной деятельности, или родственники есть, или что. От войны чаще люди бежали, куда можно и безопасно, в смысле есть коридор, а во-вторых, бежали, что успели ухватить. Кто-то, конечно, подготовить свой переезд успел, но далеко не все. И поэтому, конечно, здесь возможности адаптации и восприятия со стороны местных могло сильно отличаться по отношению к крымчанам и людям из Донецка. И с другой стороны, получился такой экзамен для украинского общества на толерантность. Как вы думаете, украинское общество прошло, сдало? Это такой мифологизированный концепт. Вот я не знаю, Да? сейчас я слишком сложно выражаюсь или нет, но слово толерантность я уже давно просто не использую. Почему? Ну, потому что оно обросло кучей совершенно неинтересных и несвойственных ему
ожиданий, смыслов и так далее. Ну, хорошо, давайте возьмем другое слово. Мне кажется, что общество точно прошло тест на способность подключаться к чужой беде и помогать. И здесь это не только история про переселенцев, это история волонтеров, это история всех тех, кто сейчас во время коронавируса заместил собой государственные органы, там, где это было неэффективно, государственное управление, я имею в виду. Здесь вот способность помогать и поддерживать тех, кому тяжелее, мы эти примеры и в 2014 видели, и видим сейчас по отношению, например, к белорусам. Ну, мне встречались такие случаи как-то разного отношения Безусловно. к крымским переселенцам и к донецким. Я могу свою историю рассказать, когда я приехал, устраивал детей в школу, детский садик, так там в местной администрации районной женщины плакали, когда смотрели на меня и говорили: боже мой, вы же там все потеряли, а у нас там тоже есть какая-то дачка, и у них там какие-то ностальгические эмоции, они плачут и содействуют. А когда заходила речь о переселенцах с Донецка, то их встречали немножко по-другому. Дачки нету, да, в Донецке, никаких ностальгических воспоминаний. Нет, безусловно, много было, и по сей день есть случаи негативного отношения. Но что мы тогда возьмем за основу? Случаи помощи или случаи негативного отношения? Что будет на чаше весов у нас для оценки общества? Или о чем чаще пишут? Или о чем чаще говорят? Ну, может быть. Возвращаясь к теме медиа. А что на сегодняшний день Украину разделяет? Какие темы конфликтны? Ну, допустим, если раньше можно было говорить, что делились там на западную, на восточную Украину, русский язык, маркер такой, НАТО. По-моему... Украину разделяют не темы, а специально обученные тролли. Здесь любая тема может стать поляризирующей, если люди пытаются... Если люди находятся в состоянии, когда только две противоположно радикальные позиции возможны. Тогда, когда пропадает вот это пространство для дискуссии с тонкостями, опять же, с той же мозаикой, многогранностью, тема может быть любая, она разделит. Но разделение – это процесс, а не тематическая вещь. Это процесс, при котором люди перестают слышать нюансы, слышать другого как оппонента, у которого тоже есть свои аргументы, а не как автоматического врага. Вот здесь, мне кажется, важно, что бы не разделяло, это не про те или иные темы, а это про стиль дискуссии. Ну и, наверное, про злой умысел. Если говорить о троллях, то наверняка это могут быть еще какие-то специальные технологии. Если тролли зажигаются, значит, это кому-нибудь нужно. Ну, фабрики, да, допустим, вот известная фабрика Пригожина, российского олигарха, когда они там участвуют активно в разжигании, во влиянии, там, те же выборы США, наверняка есть и какое-то участие и в нашей общественной жизни. Такое впечатление, что да, есть. Есть признаки этого. Какие? Ну, ты видишь это в любой дискуссии, когда появляется некий персонаж, который вбрасывает вот эту поляризационную риторику, который сознательно запускает эмоциональные ответы и поддерживает градус эмоций. Ты заходишь, проверяешь, а профиль пустой. Там нет человеческого материала. И тогда ты понимаешь, что да, это тролль. Давайте поговорим о другой стороне конфликта, о тех, кто остался, но сохранил, ну, скажем так, патетически верность Украине. Как им в этой ситуации вести себя правильно, так, чтобы сохранить и психологическое спокойствие, и жизнь, и здоровье, но при этом не прослыть предателем? Сложные вопросы у вас сегодня, Роман, такие. Сложные. Ну, мне кажется, что здесь главное, одна из проблем и переживаний тех, кто остался по тем или иным причинам в Крыму, в том, что первоначально было ощущение, что это же ненадолго.
И скоро все вернется на круги своя, Крым вернется в Украину, и все будет дальше хорошо. А это длится уже 6 лет, и никто не знает, когда и чем это закончится. И здесь вот этот запас прочности, он, конечно, у разных людей разный. И в зависимости от возраста, дождусь или нет, и в зависимости от возможностей выдержать это ожидание. Что здесь посоветовать, чтобы сохранить? Одна из очень естественных практик, и не то чтобы я могу ее советовать, но и я понимаю, почему она происходит, это, конечно, внутренняя эмиграция. Это когда человек весь свой комплекс переживаний, ощущений и мнений и видения и ситуации либо не обсуждает ни с кем, либо обсуждает только с очень близкими и проверенными людьми. Я не скажу, что это легко, но насколько я могу судить по своим друзьям, которые оказались в этой ситуации, это то, что позволяет выровнять вот эти весы внутренние, моральные, этические, гражданские, я не знаю, как их назвать, но это позволяет периодически делать такой чек-ин. Я еще тут или я уже где-то еще. Это сложно. И, опять же, сложно, потому что никто не может предсказать сейчас и сказать: ребят, вы потерпите там 2025-го, и все. Временной фактор, да, он сильно влияет? Временной фактор сильно влияет, да, конечно. А вот как при этом сохранить идентичность там, крымскую или, допустим, крымско-татарскую здесь, в отрыве от корней? Один из очень естественных процессов – это объединение в группы, в организации, в ассоциации, в какие-то сообщества, где можно эту идентичность практиковать. И, безусловно, здесь, мне кажется, тяжелее всего тем крымским татарам, которые попали или оказались в местах, где других крымских татар не очень много. А, соответственно, это вопрос языка, практикования религии, каких-то обрядов, всего того содержания идентичности, которое без проблем было в Крыму. Да? Мне кажется, что здесь очень важно, что Украина как государство и как комьюнити начало делать шаги, может быть, недостаточные, но тем не менее шаги в поддержку, по крайней мере, крымско-татарской идентичности. И другой вопрос, что, насколько я видела, многим крымским татарам с 2014 года пришлось опять заново объяснять украинцам, но уже в новых городах, да, кто они такие, что они не коллаборанты Второй мировой, они там не исламские экстремисты, еще весь этот комплекс стереотипов, который мог быть. То есть что пришлось заново доказывать, что ты не верблюд. Ваша специальность – это конфликты. Да. Вот изучая наше общество, как вы его можете охарактеризовать? Насколько оно поддается воздействию, насколько оно может реагировать на конфликтам, агрессии? Насколько здесь взрывоопасно забрасывать какие-то темы спорные? Тут интересно. Мне не кажется, что общество готова на открытую агрессию, несмотря на то, что этот порог с 2014 года сдвинулся по естественным причинам вследствие войны. Но чего у нас точно не хватает, у нас очень слабый уровень доверия людей друг к другу, граждан к властям, к органам государственной власти, к бизнесу. Вот для того, чтобы... Это почему? Но некоторые исследователи считают, что это такое свойство постгеноцидной социальной психики, когда Голодомор, Вторая мировая и так далее, и так далее. Процессы выживания, они больше капсулировали людей в узком кругу семьи ядерной, в лучшем случае с соседом. А вот менее знакомый человек, который живет через 2 улицы, он уже потенциальная угроза. Он же может сдать или кинуть.
Вот это то, с чем нам еще предстоит работать довольно много. И вот выстраивание этого доверия очень важно для того, чтобы конфликты можно было решать на более ранних стадиях или предотвращать их. А как это делать в глобальном масштабе? Ну, понятно, вы проводите тренинги, да? Ну, это какие-то узкие группы. А как этому научить общество? Ну, у нас довольно много в Украине и медиаторов, и конфликтологов, и фасилитаторов диалогов, которые работают на разных уровнях, в частности, с процессом децентрализации, формирования объединенных территориальных громад, где как раз они помогают громаде вот эти связи налаживать и дают им опыт и ощущение того, что спорные конфликтные моменты можно решить в способ, который будет позитивен и положителен для всех. Тут я, к счастью, не одна. И зарубежные коллеги, кстати, очень высоко оценивают способность именно украинского профессионального общества. С одной стороны, психологического на поддержку и помощь пострадавшим, а с другой стороны, конфликтологов, которые довольно сильно и быстро смогли принять на себя вот такие разные удары. А вы изучаете типы вот этих вот конфликтных явлений, моментов, которые могут воздействовать на людей? Это что? Это политика, это бытовуха какая-то или я не знаю, что это может быть? К сожалению, у конфликтолога практика не очень много времени остается для изучения фундаментальных исследований таких. Но, в общем, можно сказать, что чем истеричнее информационное пространство по любой теме, опять-таки, тем тяжелее людям преодолевать свои внутренние факторы, которые могут приводить к конфликтности. Если нас медиа все время накачивают, что все ужасно и дальше только хуже, все очень плохо, и хорошего ничего не происходит, и посмотрите, вот тут ужас с больницами, тут ужас с дорогами, тут с местной властью, тут с выборами и так далее, то человеку очень сложно опереться. И, соответственно, либо он начинает искать виноватого, либо он начинает в панике искать, а что же делать дальше. А это не очень хорошая ситуация для принятия своих грамотных, продуманных решений. А насколько истерична наша повестка информационная на телевидении? Хотелось бы менее истеричную. И опять-таки, это не только про телевидение, это про более широкий круг средств массовой информации. Огромное количество сайтов, которые не сайты, а сливные бачки, которые тоже очень хорошо играют с эмоциями, с одной стороны, с другой стороны, не очень бизнес. высокий навык у населения отделить качественную профессиональную журналистику от сливных бачков. Чем выше градус, тем больше подписчиков, тем больше монетизации. К сожалению, да. И что этому противопоставить можно? Ну, здесь вот как раз сегодня я читала на «Детекторе медиа» видение этого процесса Атара Довженко и ситуацию с коммерциализацией или там с выживанием разных типов медий и способности их при этом делать качественную журналистику. Мне кажется, что здесь очень взаимосвязанный процесс роста среднего класса. Вот как только у нас появится такой толстенький слой среднего класса, именно у него появится запрос на более качественную журналистику. Все очень И тогда, взаимосвязано. соответственно, он, вероятно, готов ее оплачивать. Здесь там, по сравнению с европейскими странами и с американскими у нас пока очень мало платной подписки и готовности людей платить за качественный контент. Мне кажется, что одна из причин в том, что у нас просто этот слой, который готов и понимает, зачем ему это надо, он просто еще не нарос в обществе. Очень все взаимосвязано, да? Это должна быть развиваться экономика, а экономика при карантине, ну это я уже так ситуативный такой момент беру, не развивается. И ситуация, связанная с пандемией коронавирусной, вот если ее проследить, как она развивалась, давайте попробуем это сделать вместе. От страха, испуга до неверия. Мы пришли к тому, что мы уже не то что верим, а у нас уже
такое полупаническое состояние. Но если начинать, помните, с Санжары, когда перевезли Конечно, первых помню. больных, какое было средневековое поведение этих людей из этих Санжар, когда они там не пускали автобус. Или завезенные, специально обученные истерички. Ну, может быть, и Тут да, кстати, одна разные есть данные. из технологий, да, провокационных. Потом было полное отрицание, мы никого не видим, у нас нет знакомых, мы ничего не знаем, зачем мы сидим дома. До того, что вот у меня тот, у меня этот, у меня знакомый, у знакомого знакомый. И вот этот пик, он уже настал, когда общество в том состоянии, что оно уже не знает, что с этой ситуацией делать. Ну, На эмоциональном те, кто уровне. переживали и боялись в марте и продолжают с опаской ко всему этому относиться, есть. То есть здесь можно, конечно, оценить общее состояние общества, попробовать, но мне кажется, что здесь дело не совсем в пандемии, а в том, как коммуницировало свои решения наше правительство. И вопрос, локдаун нужен, какой именно, в какой форме, что можно, что нельзя, они были, мягко говоря, неадекватные ситуации, во-первых, а во-вторых, одна из, наверное, очень ярких таких фраз главного санврача Ляшко о том, что мы хотели просто припугнуть, никак не выстраивает доверие к тем мерам, которые принимаются. Я уж не говорю о том, что коммуницировалось, что нам нужен локдаун, чтобы подготовить медицину, а люди получают кучу информации о том, что медицина готовой ко второй волне не оказалась. И здесь это вот состояние переживания, оно в первую очередь строится на том, что ты, с одной стороны, не понимаешь, сможешь ли ты защититься от случая, если ты заболеешь, как это будет протекать и кто тебе будет помогать, будет ли место в больнице и так далее, и кто тебе будет ходить за едой. С другой стороны, для людей, для одних это может быть сигналом к тому, чтобы беречь себя еще как можно больше и не ходить никуда, ни на встречи, ни упаси Боже, ни в какие рестораны, а для других это приводит к такой достаточно фаталистической реакции, а все равно все переболеем, я сделать ничего не могу. Вот мне видятся такие разные типы реакции на ситуацию с пандемией и с тем, что делает с этим государство. Это повышает какой-то уровень конфликтности в обществе? Ну, сейчас конфликтности именно в обществе я вижу меньше, чем в самом начале. Нет уже, вследствие того, что уже много кто переболел, уже нет такой острой негативной реакции в отношении тех, кто может оказаться носителем, как в Санжарах, да. Я не видела какой-то негативной массовой реакции по отношению к врачам. То, что было в начале, тоже я наблюдала. Я здесь не видно по отношению к государству. Сейчас весь этот негатив, он направляется по отношению к государству, не по отношению к разным группам в обществе. А давайте попробуем смоделировать ситуацию, когда вот мы эту пандемию уже в нее окунулись, пережили. Вот какой он постковидный мир? Мы точно освоили много новых навыков. Мы точно поняли, что общество может выжить. Я надеюсь, что у нас мы будет... еще не знаем. Ну, вы же меня спрашиваете о том, какой постковидный мир. Если никто не выжил, то постковидного мира нет. Если он есть, значит, кто-то выжил. Я надеюсь, что можно будет сказать, что выжила и экономика тоже. И мне кажется, что будет много изменений, потому что вот этот период неопределенности очень сложный для человека и для общества. Он тоже нас многому научит. Как справляться с тем, что
ты не знаешь, что будет завтра, ты очень много из привычного не можешь запланировать, или ты не можешь поехать отдыхать, как раньше, и так далее. У меня в одном из моих кругов общения бурная дискуссия о том, что этот постковидный мир будет означать для внутреннего туризма. Будет ли он развиваться и дальше, адаптируются ли сервисы и так далее. Это тоже очень интересная дискуссия. Не все так плохо в постковидном мире. Может быть, что-то и хорошее. Ну да, я, как вам уже рассказал, этот анекдот перед эфиром, когда пишут, что хорошо, что он случился в 2020 году, не в 2004, потому что тогда бы мы сидели дома с Nokia 3310 и играли бы в змейку. А так у нас есть возможности общаться и по интернету. И общаться, работать, проводить свое свободное время более, с одной стороны, более интеллектуально, с другой стороны, более развлекательно. В одном из интервью вы говорили, что хотели выучить крымско-татарский. И начали это делать. Это было 2 года назад. Я не начала это делать, потому что хотела и в 2005-м. И особо больших возможностей для некрымского татарина пойти и выучить крымско-татарский я тогда не видела. А почему у вас такое желание возникло? Ну, потому что, во-первых, мне хотелось понимать моих друзей и коллег. И, кстати, до сих пор я читаю какие-нибудь дискуссии и до сих пор думаю, блин, я же так и не выучила крымско-татарский. Вот мне бы сейчас прочитать вот эти тонкости и детали, о чем говорят люди. А с другой стороны, я понимала, что важно выстраивать взаимодействие не только на русском общепонятном. Чем больше общих языков, тем лучше для общества и тем лучше для крымских татар в возможностях развития этого языка. А если говорить о развитии, то что вам это мешает? Просто занятость? Сейчас да, сейчас это занятость. А какие вы тогда перед собой ставите цели, сверхзадачи, если так можно сказать? Ну, у меня нет сверхзадач, есть очень много работы с предотвращением конфликтов или с разрешением их уже по всей Украине, уже не только в отношении Крыма. Один из процессов, например, которым мы занимались, когда был принят закон об образовании, и новая 7-я статья закона об образовании регламентировала как раз использование родных языков в школах для преподавания. Был такой очень напряженный конфликтный момент с общинами на Закарпатье и в Черновцах по поводу изменения вот этого веса румынского и венгерского языков. Вот мы этим, например, конфликтом занимались. То есть это не года теоретически, это практически? Это практически, это диалоги с Министерством образования, представителей этих школ, представителей этих групп. Мы, кстати, и журналистов национальных программ тоже брали, те, которые на своих языках ведут передачи. И это был вот такой длительный процесс, как сбалансировать необходимость изучения государственного и права и возможности для развития родных языков. Получилось? Многое получилось, да. Благодарю вас за то, что пришли к нам в студию, за то, что спасибо вам. И с праздником. Пришли, да, спасибо за поздравления. Ирина Эйгельсон, кандидат психологических наук, конфликтолог и социальный психолог, была гостем нашего эфира. Спасибо, что были с нами. Это была программа Prime. Не переключайте. Буквально через 5 минут в эфире служба новостей «Заман» с Шевкетом Наматулаевым. Спасибо, что были с нами. Спасибо. Спасибо.